Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мира Камильевна Джангарачева. Спасибо вам, что пришли к нам в студию, согласились. Вы ушли, написали заявление об уходе с поста директора музея изобразительных искусств, да? Там, когда на другой день или в этот же день, в понедельник, министр культуры выступал, он говорил, что была создана комиссия, которая приняла какое-то решение. Что за комиссия и как они с вами общались, эта комиссия? Я думаю, что никакой комиссии не было. Это просто было введение в заблуждение. Они, видимо, хотели создать, но комиссии не было, потому что на другой день он был в музее, и журналисты спрашивали: назовите членов комиссии. Он не мог не назвать ни одного члена комиссии. Я думаю, что есть другие комиссии, за которые он должен ответить. Допустим, перед людьми он обещал, эти комиссии были созданы при министерстве. Например, комиссия о результатах хищений и замены картин в музее бывшим директором музея. Вот она это была комиссия. Она работает, эта комиссия, до сих пор, а да? Никто не знает ни результатов, ничего. Там ГКНБ, АКС подключены. И никто не знает, что с этой комиссией. Она же давно создана. Ну, она в мае месяце, как и его подрученьки белые, по собственному желанию, со всеми выплатами, подписали заявление по собственному желанию, со всеми отпускными. Она до сих пор работает. А может, уже и не работает. И никто не знает результатов. Будучи у меня в музее, в хранилище, президент спросил напрямую, когда увидел упакованные, арестованные работы, испорченные, он спросил: а что с этой комиссией? Он спросил у министра. Министр сказал: работаем. 6 месяцев работают они. Ну, какие-то результаты были, что все-таки результаты были. Картина Ге, да, там были? Да, там были 2 испорченные работы, которые он вернул в музей, до сих пор не реставрировал, и были замененные работы. Еще одна работа казахского художника была под вопросом. Результаты никто не знает, даже президент не знает. Или есть люди, которые президенту не доносят эту информацию, или есть какие-то силы, которые поддерживают его. Все. А тут и говорится он об этом постоянно говорит, что его поддерживают. Меня никто не поддерживает, а его поддерживают. Его это кого? Шагаева? Да. Который, кстати, голых киргизских, не датчанок, а киргизок в музее ИЗО разрисовывал им здесь и везде свои петроглифы. Это все показывали? Это все показывали, это была выставка, и никто тогда не было, ни этих чурушников, никого не было. Менталитету это не угрожало? Тогда не угрожало, а сегодня уже угрожает. Тем более это не киргизское было. Да, издание. А там там были молодые девушки, красивые киргизки с молодыми телами, которые голые ходили по залу и на них рисовали петроглифы. И сам, собственноручно рисовал Шагаев, правильно? Да. И никто не возмущался, и никто все считали, что это культура. Да. И высокая. Удивительно. Ну и возьмем другие моменты, там в фильме «Первый учитель». «Первый учитель» Алтынай, да? Аринбасарова, или Джамиля фильм. Джамиля тоже. Сколько было протестов в кыргызском обществе, в патриархальном, известные писатели выступали против. Как это так? Она бросила своего мужа, уехала с каким-то... Скажите, пожалуйста, мы что, не имеем права решать, с кем нам жить, кого любить? Женщины, наши дочери. Вот у вас есть дочь? Есть. Вы будете счастливы, если она будет жить с любимым человеком, а не с тем, кто ее каждый день по башке бьет. Правильно? Это право каждой женщины, оно нам гарантировано Конституцией. Ну, даже если не бьет, но если не по любви, это уже не совсем хорошо, да? Вы знаете, я просто восхищаюсь Айтматовым. Вот Айтматов, да, он просто был говорят же, нет пророка в своем отечестве, а он был пророком. Причем пророком не киргизским, а пророком глобальным. Он все это предвидел. Он сам любил, он сам жил по любви. Конечно, пусть куда меня простит, что он там был женат и все. Но все знают, как он любил Бибисару. Все знают потом, как он любил свою жену. И, наверное, до последних дней Мария Эджи с ним была.
Это же, ну это нормально было. И от любви родились дети. И Керри Седжи была шикарная женщина, умница такая. Ее вся страна любила. Ну так бывает в жизни. Ну, почему обязательно нужно за это осуждать? Понимаете? А теперь эти мракобесы хотят запретить развод, запретить аборты, запретить культурную политику. Они хотят управлять музеями, проводить музейную политику. Они в музей, ну пусть придут ко мне. Вы знаете, я их не осуждаю. На самом деле, я вне политики. Я хочу их пригласить в музей. Я зачем в музее эту оцифровку делаю? Я хочу сделать оцифровку, и все фонды, 18 тысяч экземпляров, экспонатов наших, хочу оцифровать и в регионах заниматься с детьми, заниматься с вузами, заниматься и показывать, просвещать то, что делали в России в свое время просвещенцы, то, что делал Дюшен как первый учитель. Я хочу быть, пока мы есть, единомышленники наши, искусствоведы пока остались, и новые приходят работать на 5000 сомов. Я хочу вместе с ними просвещать регионы, просвещать детей. Откуда все вот это получилось? От непросвещения, от необразованности, от бескультурия. Вот это поколение, которое выросло, да, вот это феминале уже все, оно хайпанули и все, пусть ушло. Давайте теперь анализировать, почему так получилось. Вот это поколение, которое вот 25, ну 30 лет, давайте, уровень, да, те, которые жили при Акаеве, при независимости началось, и те, которые сейчас идут. Вот всех президентов пережили, и вот эти люди, откуда они? Да потому что мы, управленцы, идиоты были. Мы не уделяли внимания, мы не думали, мы не прогнозировали, что вырастет вот такое поколение, которое будет идти туда, куда им дадут 500 сомов. Понимаете, мы виноваты. Вот начиная с Акаева, вся его команда, Бакиевская команда, Атамбаевская команда и нынешняя, которой мы должны уделять внимание образованию, детям, мы должны их обучать, заставлять ходить в школу, заставлять знать свои права, заставлять защищать. Родителей, которые бросают, бьют, насилуют, сажать в тюрьму. Матерей, которые бросают, детей своих бросать в тюрьму. Бабушек, дедушек, которые заставляют насиловать своих детей, преследовать за то, что они не воспитывают. Вы понимаете, что ребенок беззащитен. Это много конвенций идет нарушение. Это, во-первых, конвенция о правах ребенка, потому что он беззащитен. И его должен защищать тот, кто по конвенции, кто рядом с ним. Рядом с ним, наоборот, насилуют. У нас есть конвенция против всех форм, 5 конвенций, которые в 1995-1996 году, после Пекинской конференции, мы, приехав сюда, Рахат, Ачилова, все женщины, 5 нас было, всего 5 из 120, и мы ратифицировали эти конвенции. И нас же поддержала общественность тогда. Мы провели парламентские слушания по положению женщин в Кыргызстане. Мы начали реализовывать Пекинскую платформу действий. И мы были одна из успешных стран, которая реализовала эту платформу действий. Понимаете? Но тогда не было таких ужасающих случаев. Мы писали национальные отчеты ООН, и мы не знали случаев насилия. Женщин не били, женщин не убивали в отделениях милиции, понимаете? Может быть, где-то дома били, но мы не знали, не было таких громких фактов и случаев. А сейчас это есть. И сейчас все это актуально. И это не феминале, это датчанка, бог с ней. Это сигнал, что у нас женщина находится в угнетенном, подавленном состоянии. И такая подавленная женщина будет подавлена, насильно, со злобой воспитывать свою дочь, будет принимать в семью келинку, которая будет рожать ребенка для этой семьи и будет его бить, потому что это от нелюбимого мужа, потому что ее украли, потому что он ее каждую ночь насилует, и она не будет любить этого ребенка, и он вырастет в нелюбви. И завтра вырастет еще поколение нелюбимых, нецелованных, не людей, которые не пригреты, не приласканы. Они не знали, что такое тепло матери и отца. Вот в чем ужас весь. И мы виноваты, что мы создали такую ситуацию. Мы виноваты. И при этом возникают вот такие организации, которые, скажем вот это так, необразованных людей. Вот это те дети. Да, это те дети, да. которые не могли работу найти, которые не знали, куда себя деть. Тогда же не было миграции такой. Они просто жили в стране и не были никому нужны. Понимаете? Вот в чем проблема. Потом они начали уезжать. Когда начали уезжать, возникли новые проблемы.
И вот в этом феминале же как раз и говорится о том, что сгорели эти девочки. Почему, когда они горели Типография. в типографии в Москве, где они были вот эти все? С камчой, которые пришли меня бить с камчой и алтын капалу, где они были? Ошо камчаларын алып Москваға барбайбы? Ошо камчаларын алып разбираться этпейбі? Эмне үчүн кетип калды ошол кыздар? Почему на мирную акцию приходят и в культурном учреждении, в Национальном музее, который создан был на самом высоком уровне власти, они приходят и диктуют, как вести? Приходят в храм культуры и даже не удосужатся снять верхнюю одежду. Какая верхняя одежда? О чем вы говорите? Они ходили, плевали там. Плевались, швырялись, толкались, камчою замахивались. Но вот самое главное, что вот они, необразованные люди, вместо того, чтобы учиться, и когда видят более образованных, более культурных людей, они устанавливают свои порядки не так, как вы, культурные, будете, а так, как мы хотим. Вы знаете, мы вообще... Я же раньше не понимала и не понимала масштаба всего этого. Вот этот феминале выявил, по-моему, для страны самое ужасное. С одной стороны мы, вот такие, как вы, я, другие, да? А с другой стороны они. Вот эта толпа мракобесов, необразованных, обозленных, ненавидящих. Они увидят, они наших детей уже ненавидят. Понимаете, в чем проблема? Они ненавидят наших дочерей. Они сегодня закроют музей, уберут министра, уберут меня, уберут вас, а завтра начнут на улице наших 12-летних девочек насиловать. И понимаете, меня удивляет, что власть молчит. Как будто нет управления, как будто нет власти, как будто тыйып койгон, вот прекратите. Вот такая статья, вы за это будете отвечать. 2-3 показательных что их... Это как так можно делать? Я даже не понимаю. Хорошо, в мой адрес угрозы. Да? Я не экс-президент. Ну как можно в экс-президента Кыргызской республики Розу Отунбаеву, которая эти вопросы, ну я тоже этим занимаюсь, 20-30 лет мы с момента независимости занимаемся, на самых высоких трибунах Организации Объединенных Наций, на самых высоких трибунах, конференциях, на Пекинской конференции мы выступали, да? Мы все это защищаем, мы все это показываем, мы реализуем направления, которые соответствуют международным стандартам, да? Мы подключаем и даем реализовать права каждой женщине и по Конституции, и по конвенциям ООН. И ее, и меня так оскорбляют, и эту молодую девочку Алтын Капалову. Разве можно так оскорблять? В соцсетях такое творится, такие унизительные вещи бескультурные. И Генпрокуратура, МВД, все молчат. Я пришла в МВД, написала заявление, я прошу защитить меня, у меня есть угроза моей жизни. Они меня, мальчики, хорошо приняли, милиционеры. Они мне сказали: Эджис, нужны скриншоты. Вот по скриншотам мы будем искать. А сами найти не могут. А как они найдут? Вы понимаете, это новый сегмент, который сегодня используется, да, вот это IT-технологии. Он сегодня используется для... не для продвижения вперед, не для обучения безграмотных детей из отдаленных регионов, для того, чтобы завтра они работали в Гугле, да, или там, я не знаю, у Цукерберга, да, а они используются для того, чтобы разбивать, раскалывать общество. Это ведь очень серьезный сигнал для безопасности страны. Я у вас на канале об этом много раз говорила. А получается, что этот сегмент не принадлежит нам. Этот сегмент принадлежит или внутренним людям, которые очень настойчиво продвигают то, что они хотят, для того, чтобы расколоть общество, для того, чтобы отвлечь внимание от коррупции, да, от курса президента, который хочет бороться с коррупцией. Да, он сейчас существует для каких-то, может быть, внешних сил, я не знаю, я сейчас политикой не занимаюсь, внешних сил, которые хотят расколоть наше маленькое общество. Деградировать дальше. И дальше продолжать. Вот такая толпа, да? Вот у вас на канале, кстати, он выступал, этот, который читал. Ну, как одна из сторон он приходил, да, написали на бумажке, и он даже мою фамилию не знает. Он меня даже не знает, а он говорит: убрать Джангарачеву. Он кто такой, чтобы меня убирать? Кто он такой?
Он пусть столько для страны сделает, сколько я сделал. Какой-то неизвестный. У него в Министерстве культуры на этой пресс-конференции подходит Бурул Макимбаева и спрашивает: а вы где работаете? Он аж смутился. Это легионеры. Им завтра сказали: замочите Джангарачеву, они ее мочат. Вот Умбаеву замочите. Завтра Наранаипа. Завтра они уберут министра культуры. Я вообще этого министра Бахушту даже трогать не хочу. Бахуш. Он молодой человек, которого я пожалела. Иштесиндеп, Уёсюндеп. Но он просто незрелый. Он не знает, как эти вещи решать. Я же просилась, говорю, давайте я пойду давайте я с ними встречусь. Все равно вот когда они... в понедельник, да? Да, они все равно ко мне пришли. Все, кто были на этой пресс-конференции, они все равно ко мне пришли. После. Потом я дала им, не пресс-конференцию, а ответила на их вопросы. Они с камчой пришли, хотели меня бить. Потом успокоились все. Я зрелая, взрослая женщина. Я профессионально занимаюсь этими вопросами на протяжении 30 лет точно, 35 лет. Понимаете, я мать, я бабушка, я могла бы им объяснить все это. Если человек не умеет коммуницировать, да, даже с агрессивными элементами, он не должен туда выходить. Он должен был меня позвать, сказать, Розу Исааковну сказать. Хотя бы пока не подписывать заявление. Подожди, давайте Нет. вот... Нет, он думал, что он покажет. Два. Он думал, что он покажет, и они успокоятся. И он показал, они же бурными аплодисментами встретили. Но потом-то ему сказали: вот теперь мы с тобой будем заниматься. Вы должны еще ответить, да. Теперь мы будем регулировать твою политику культурную. Мы теперь будем регулировать музейную политику. Поставьте нас туда-сюда. Значит, надо всех убрать. Убрали очень хорошо работающего директора оперы и балета Болота Османова. Убрали меня. Завтра уберут 3-го, 4-го. Поставят завтра вот этот. И что он сделает? Что потом завтра запретят балет? Завтра запретят оперное искусство? Завтра закроют театр оперы и балета и сделают из него мечеть? Это же, мы же должны вперед правильно идти. Почему такой международный резонанс это событие приняло? Потому что в мире давно идут все же бывают. Вот эти же депутаты, которые молчали, они же все бывают за границей очень много. Они ходят в музеи с детьми. Они там видят все обнаженное и молчат. Каждый день студенты художественного училища, Академии художеств, Сюминкулу, все, они видят голую натуру и рисуют голую женщину. Есть альбомы, правильно? Так лучше бы они ходили, смотрели Рафаэля, лучше бы они смотрели Сикстинскую Мадонну, Боттичелли «Весна», где голая женщина стоит, чем смотреть порнографию. Ведь они же смотрят порнографию. Они же ходят по саунам. У них у всех есть по 2-3 жены. Они каждый день видят голую женщину. Вот эти же, которые бегали с камчой, у них что, нет жен? Они же ее видят, женщину. Почему они ее не бьют? Их же, говорят, дети пришли, там все. Дети были в восторге. Они приходили и обнимали грушу. Модель груши. Они обнимали грушу. Культурные, образованные дети. Понимаете? И им рядом стоял папа, и рядом стояла мама. И они ничего не говорили. Некоторые объясняли, да. Он говорил: это моя мама. И обнимал грушу. Его мама, он же видит, что его жена дома кормит ребенка. Он же ее камчой не бьет. Вот это камча такой какой-то символ был. Они еще... Я вообще в шоке была, когда он вот такой маленький, коротконогий, кривоногий в колпаке прибежал и начал махать. Так, кстати, из этой же толпы какой-то высокий парень, он просто меня спас, он его отодвинул, говорит: Артур, что? И потом вот это феминале, это было первое в Кыргызстане, и должна затем в Италию или Украину... Знаете, вообще идея была в чем? Провести этот феминал. Я даже, у меня даже и в мысли не было, что такое случится. Потому что я накануне провела по конвенции ООН о правах ребенка точно такую же. Она просто называлась не феминале. Мы из фондов вытаскиваем картины, и на фоне этих картин говорим о проблемах детей, о насилии. Вы понимаете, была вице-премьер-министр, говорили о проблемах детей, все. И я думала, так же будет. Понимаете, там же рядом висят 30-40 наших работ из фондов.
Зуракан Кайназарова, первый съезд крестьянок-активисток, фотографии женщин-крестьянок-активисток, которые погибли, которых сжигали, уркуя, все. И они, ошону görбөй, не увидев вот это, значимость того, что идет ретроспектива, что с первого дня независимости Кыргызстана до сегодняшних дней, и они увидели эту несчастную гостью издания. Что? Ну, у них так выражается. Ну и что? Ну, будь каким-то лояльным к этому. Какая проблема этим поднимается? Проблема они в том, что я не хочу быть женщиной. Я хочу одеваться в мужскую одежду и быть мужчиной. Потому что это небезопасно. Потому что меня могут изнасиловать, меня могут убить. Вот какой был посыл. Или там секс-работницы. Но они же их не бьют. Они же на забастовку не идут. Они им заплатили и идут. И всего 5-6 депутатов. Я вчера, да, вот я хочу Рыспеку, Рыскельди, да, Момбеков. Момбеков, Рыскельди. Ой, я ему просто хочу сказать. Я, во-первых, хочу извиниться. Я иногда его критиковала в Фейсбуке. Он оказался таким умным мужиком, таким обстоятельным. Он, конечно, и сказал про замечание. Он сказал, что вина Джангарачева есть. Но он как-то объективно... Мне знаете, что понравилось? Он сказал, из-за какой-то голой бабы и изданий делать раскол в обществе нельзя. Вот мне что понравилось. Вот настоящий мужик, настоящий депутат. Остальные все побоялись. У меня там много... Данияр Бахчиев тоже. Ну и, конечно, Никитенко, там, я не знаю, Сурабалдиева. Ну, остальные там тихо звонили, говорили, ну, держись, держись, держись. Вы знаете, на самом деле я ведь не боюсь. Я могу, как Уркуя, тоже умереть, пусть меня сожгут. Но я хочу, чтобы девочки, которые живут в нашей стране, были обезопасены. Чтобы они знали, что наша Конституция, светское государство, наши конвенции, которые мы в 1995 году ратифицировали, наши все договоры, протокола в отношении прав женщин, это гарантия, что их никогда никто не тронет, что они будут иметь право вырасти, чтобы их маленькими никто не изнасиловал, чтобы они вышли замуж по любви, чтобы они получили образование, достойную работу, они тен-тип лазили где-то как мигрантки униженные. Когда мигранток снимали, раздевали, насиловали, на видео снимали и выставляли Кыргыз-Балдар в сети, никто не возмутился. Никто не возмутился. Где они все были, наши нацпатриоты? Но они на том же уровне. Те, кто снимали, и те, кто вот, возмущаются другим. Ну почему они не думают о своих дочерях? Завтра же сыновья других, таких же нациков, начнут насиловать дочерей этих нациков. Вот в чем проблема. Они даже не понимают, что все это аукнется, все это будет большой бомбой для нашей страны. Никогда в жизни Кыргыздарда такого не было. Никогда. Чтобы бабушка, енеси, чоңенеси, унчукпай, балам, ты Москваға кеткен қызымдың баласын, когда насилуют, зорлықтап атканда, никогда не было, что бабушка покрывала и молчала. А сколько сокрытий есть. Или ее муж, старик, насилует внучку, а она молчит озунжап. Бұл эмне деген аял? Бұл эмне деген апа? Бұл эмне деген улуу киши? Вот к чему мы идем сегодня. И этот уже пришли. Уже пришли. Я думала, мы идем, а мы уже пришли. Этот феминале, конечно, резонанс огромный получил. Он должен был быть следующий. Теперь, значит, приходил посол Украины. Он встретился с этими участницами феминале. Ну, там, правда, среди них украинок голых не было. Он их приветствовал. Мы сфотографировались на фоне вот этих работ, где они изображают женщин с синяками, все, вот в форме колец, шикарные инсталляции. И он сказал, давайте я подумаю, мы поговорим, и, возможно, мы подумаем, и этот феминале к нам перейдет. Потому что это такой будет, знаете, как играющий тренер, играющий проект, который будет переходить из страны в страну. И мне уже звонили вчера из Италии и сказали, что мы феминале, возможно, примем в Италии. Это такой резонанс получило. Ну, вот они же все испортили. Понимаете? Всемирная неделя против насилия женщин, защиты женщин, за их права. И каждый год мы проводим в Кыргызстане это. И они вот эту неделю
в Кыргызстане опозорили на весь мир, представили нас глухой, темной деревней Потемкинской, страной, где развивается мракобесие и вот это позорище. Союз художников даже. Представляете, союз художников, очень зрелые, народные художники, все, написали письмо президенту. Они сказали, да, возможно, там нельзя было музей, все, надо было учитывать менталитет, все. Но голое тело всегда в искусстве было с первобытного общества. С первобытного общества было. И в Китае, в Японии. Да, сколько... возьмите вы все это, пожалуйста. Этот боди-арт стиль, да, ню-стиль. Люди на этом просто делают себе и Нобелевские премии, и все. Ну почему мы такие отсталые? Так откатились. Вообще. У нас уже время, кажется, подходит к концу, 2-3 минуты. Вот самое главное, что бы вы выделили из всего, что это вот произошло? Я бы в первую очередь, конечно, поблагодарила все те здоровые силы, которые весь этот абсурд поняли. Я бы порекомендовала всем тем, кто не понимает, заняться очень серьезным самообразованием, посещать учреждения культуры, приходить в музей. У нас есть чудесные экскурсоводы. Когда я там была, я сама принимала всех. Я и этих чурошников бы пригласила, я сама бы провела экскурсию, но я уже не директор, и там есть чудесные экскурсоводы, которые вам все покажут и расскажут. И я бы предложила оцифровать все наши фонды музея, в том числе и обнаженных женщин, которые есть в мировом изобразительном искусстве, и показывать в регионах для того, чтобы они понимали, что это прежде всего красота. Это не уродство, это не порнография, это не порнографический фильм. Это достижение мирового изобразительного искусства, которые в ведущих музеях мира рассматриваются как полотна. Я бы попросила наши власти все-таки дать какую-то оценку объективную, когда Раскельдин Мамбеков дал, объективную оценку этому процессу, чтобы мы понимали, что это не грех. Это не грех. Это процесс, который они все видят в телефонах, в телевидении и везде. К этому надо подходить с точки зрения культуры, отметая порнографию, отметая разврат и прочие другие вещи. И самое главное, я хотела призвать Государственный комитет нашей безопасности, Генеральную прокуратуру, все органы, которые сегодня занимаются безопасностью граждан по Конституции, обеспечить эту безопасность. В первую очередь Розе Исааковне Тунбаевой и остальным всем, кто участвовал и готовил это феминале. Оно забудется, угроза останется, но следующие, кто сидит аңдып, они будут знать, что в следующий раз они придут вот так с камчами, начнут громить, и для них это пройдет безнаказанно. Безнаказанность и вседозволенность в нашей стране порождают самую страшную смуту, которая может перевернуть все. Вот все, что случилось, оно было бы вроде вне политики. Но у многих возникает вопрос, может быть, все, что случилось в сфере культуры, было для того, чтобы отвлечь внимание от самого грязного, что происходит в стране, от коррупции, от разбазаривания страны, от безвластия, от беззубости власти. И я очень хочу обратиться к президенту. Сооронбай Шарипович, вам нужны сильные эксперты. Вам нужны не друзья Шигаева, которые там сидят, и таких шигаевщины всей, которые сидят и подсовывают вам те или другие документы, и которые еще шантажируют, я дам или не дам президенту. Вы должны иметь доступ. Простые люди, в том числе из сферы культуры, должны иметь к вам доступ. У вас должны быть сильные государственные управленцы. У вас должны быть сильные эксперты, которые вы очень много делаете, но они должны вам помогать. Они должны вас направлять в тех сферах, которые сегодня оказались дырами в государственном управлении. А это самые настоящие дыры в государственном управлении, которыми управляют люди, которые не могут этим управлять. Они профессионально не готовы и не понимают, чем они управляют. И это показало Министерство культуры. Спасибо большое. У нас время вышло. У нас в гостях была Мира Камильевна
Джангарачева, экс-директор Музея изобразительных искусств, а до того вице-премьер-министр, депутат. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.